Горы трупов, стоны раненых, плач женщин и детей, разрушенные города, сожженные храмы. И над всей этой картинкой апокалипсиса носятся дикие, облезлые, косматые всадники. Так, на протяжении последних веков нам рисовали образ кочевника. Однако парадокс в том, что Чингисхан, самый великий герой кочевого мира, был признан ЮНЕСКО человеком второго тысячелетия. И это не случайно. Чингисхан создал крупнейшую империю того времени. Мир после него был назван Пакс Татарика. Кочевники создали самую скоростную и эффективную почту того времени. С именем Чингисхана связано понятие дипломатической неприкосновенности. При этом кочевники не навязывали никому свою веру или культуру, уважая традиции и религии других народов. С именем Чингисхана связаны реальные глобальные изменения. Меня зовут Арман Нурмуханбетов. Я пропагандист культуры Великой Степи. И я утверждаю, что кочевники могут изменить этот мир, особенно в эпоху перемен. И мы смутно ощущаем, что эти перемены все более очевидно наступают. Капитализм клонится к закату. Мир пребывает в кризисе социальных идей. Перед нами угроза глобальной экологической катастрофы. Заканчивается индустриальная эпоха и начинается информационная эра. Мир нуждается в новых идеях, свежих, творческих, нестандартных решениях, в гибком, широком мышлении. И в этом отношении кочевники обладают гигантским потенциалом. Когда-то мы приручили коня и подарили его миру. Мы создали самый объемный в мире эпос. Мы создали штаны и каблук, совершенные виды оружия, древнейший в мире напиток – кумыс. Рыцарство, как отдельный феномен культуры, наконец, уникальное, открытое мировоззрение тенгрианства. При этом кочевники жили в полной гармонии с природой. Статус женщины был очень высок в кочевом обществе. Нам всегда были присущи понятия свободы и равенства, чести и справедливости. Кочевники сказали свое веское слово в истории мировой цивилизации. Наступает эпоха перемен. И ныне нам, новым кочевникам, неономадам, есть что сказать этому миру. Об этом я и буду говорить на конкурсе «Казак Спикерс».